Здравствуйте, дорогие студенты филологического факультета Тувинского государственного университета. Я, профессор Бурятского государственного университета Светлана Степановна Михелова, буду читать вам курс истории русской литературы второй половины XX века. Прослушайте план лекции. Вначале будет вводная часть, которая называется «Периодизация литературы второй половины XX века», а затем непосредственно первая лекция под названием «Литература 1950-1960-х годов». Литература в 1950-90-е годы, за эти 50 лет XX века, развивалась очень сложно. В эти годы происходит переход от советского к постсоветскому периоду в истории культуры России. От периода оттепели, это 50-е, 60-е годы, к литературе периода так называемого застоя, это 1970-е, 1980-е годы. И, наконец, к литературе так называемой перестройки, 1990-е годы. Вот это 50-летие и станет предметом сегодняшней вводной лекции. Дело все в том, что периодизация такая из трех периодов отдает схематизмом некоторым, но в целом верно характеризует процесс литературного развития. Надо, правда, учесть то, что в этой схеме не должно быть жестких хронологических границ между периодами, что связь с общественно-политическими условиями другая, не та, которая заявлена, поскольку усиливается эстетический аспект. Это поиск новых путей развития, это поиск художниками новой концепции личности, новых форм. Это внутренняя свобода художника, которая ранее, в первой половине XX века, в советский период, отсутствовала. Что такое оттепель? Дело в том, что атмосфера в стране была совсем другая. И в художественном творчестве происходила полемика с литературой сталинского времени, 30-ми, 40-ми годами, которую мы называем даже сталинской эпохой, когда был канон социалистического реализма, от которого писатели не имели права отступать. Но дело все в том, что были предпосылки для возникновения нового периода, который мы так и называем литература оттепели. Дело в том, что уже в годы Великой Отечественной войны, после войны, происходит отход литературы от пресса, идеологического пресса, от давления идеологии, политики. И наряду с официальной, то есть подцензурной литературой, возникает литература протестная, андерграундная, от слова подполье, литература внутренней эмиграции. Теперь немножечко о слове «оттепель». После смерти Сталина в 1953 году началась культурная эпоха, названная оттепелью. Дело в том, что в 1954 году появился роман Ильи Эренбурга, советского писателя, который так и назывался «Оттепель». На самом деле это период либерализации, демократизации общественной жизни. Это действительно время, когда происходил небывалый подъем в среде творческой интеллигенции. Их до сих пор зовут шестидесятниками, тех интеллигентов, которые творчески, художественно проявили себя в этот период 50-х, 60-х годов. Важная особенность этой культурной эпохи – реабилитация отдельной человеческой личности, реабилитация быта, частной жизни человека, реабилитация приватной, интимной сферы. Ведь до этого времени самое главным для человека советской эпохи была привязанность к общественным событиям. Даже на открытках писали «желаем счастья в общественной жизни», а потом уже говорили о личной жизни. Реабилитация – это очень серьезная вещь, потому что на первое место выдвигалась
обыкновенная человеческая личность. Это и есть демократизация. Вот хотелось бы сказать о том, как развивалось художественное творчество в период оттепели. В культурное сознание стали возвращаться произведения Серебряного века. Приоткрывается железный занавес. Советские читатели могут познакомиться с произведениями Хемингуэя, Камю, Сартра, Беккета, Ионеско, других зарубежных художников. Атмосфера творческого подъема затронула кино, театр, музыку, живопись. Открылись новые театры, были поставлены замечательные кинофильмы. И в литературе сложились литературные направления. Это были реалистическое направление, и направления назывались так: военная проза, деревенская проза, лагерная литература, городская проза, молодежная. В поэзии это была так называемая эстрадная лирика, тихая лирика. Вот еще направление авторская песня. В поэзии появились художники, поэты замечательные, которые проповедовали акмеистские позиции, их так и назвали поэты-неоакмеисты. Активизировалась жизнь литературных толстых журналов. Так журнал «Новый мир» обновился с приходом редактора Александра Твардовского. Он с перерывом возглавлял этот журнал, и там публиковались вот как раз произведения, написанные в русле этой реалистической эстетики. Вышел первый номер «Юность». Это совершенно был новый журнал, который открылся в период оттепели. Главным редактором был Борис Полевой, 1955 год. Можно еще много говорить о тех переменах, которые происходили в искусстве, в художественном творчестве, в деятельности писателей, других художников. Но я назвала, быть может, самые такие основные изменения, которые происходили в художественной атмосфере периода оттепели. А вот еще завоевание этих лет. Это феномен так называемой лейтенантской прозы. Так назвали военную прозу, которая по-новому взглянули на тему Великой Отечественной войны, подняли ее на высокий художественный уровень. Авторами лейтенантской прозы были участники войны. Чаще всего они были или рядовыми, или носили погоны такой невысокого военного звания. Основной жанр лейтенантской прозы – это военная, батальная повесть. Здесь вот на экране вы можете увидеть самые яркие повести писателей. Юрия Бондарева – это был один из самых известных советских писателей, который закончил войну как раз лейтенантом. Очень интересное название «Пять земли», которое как раз могла бы стать эмблемой лейтенантской прозы, потому что речь шла о каких-то локальных событиях, и действия героев совершались из окопов. Это была такая окопная правда. Василий Быков, белорусский писатель, написал целую серию своих военных повестей. Но лучшими повестями оттепельной поры считают более поздние повести. Это «Убитый под Москвой» Константина Воробьева, 1963 год, и повесть Виктора Курочкина «На войне, как на войне», 1965 год. Названия этих повестей очень трагичные и в то же время говорят о каком-то совершенно новом изображении прошедшей войны. Еще очень интересное завоевание этого периода, когда появилась целая плеяда молодых поэтов. Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадуллина, Роберт Рождественский, Булат Акуджава. Можно еще перечислять. Это военное поколение, это тоже участники, чаще всего участники Великой Отечественной войны. Вот из этих авторов Булат Акуджава участвовал, 18-летним ушел на фронт.
поэзия была настолько популярна и настолько к ней было влечение молодежи, массовой вот, читателя, поэзию окрестили эстрадной лирикой, потому что поэты выступали в залах, на площадях, на стадионах. Это был такой интерес к поэзии, что многие говорили, какое громкое эхо, наверное, такая эпоха поэзии. Сегодня трудно поэтам будет собрать стадионы, но эпоха оттепели была совершенно особая с точки зрения интереса к поэтическим жанрам, к стихотворениям, поэмам. Ну а теперь я, говоря о периодизации, хочу перейти ко второму периоду второй половины XX века в развитии литературы. Все было достаточно сложно вот в этот период, который назвали застойными годами. На самом деле это был период духовного кризиса. И кризис – это не всегда плохо, кризис всегда подстегивает художников. Несмотря на то, что очень много продолжалось такого вот идеологического контроля над искусством. Так, например, «Новый мир» Твардовского был закрыт, пришел другой редактор с совершенно другой концепцией. И действительно, страница вот этого периода в жизни журнала «Новый мир», наверное, знаете этот журнал, в такой голубой обложечке, очень скромной, лаконичной. Период Твардовского – это один из самых ярких периодов, когда на страницах «Нового мира», например, был опубликован совершенно крамольный с точки зрения того времени рассказ «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына. В этот период Александр Солженицын действительно подвергся гонениям, травле, и его выслали из страны. Это было действительно сложное время. Например, диссидентское движение и начало третьего периода эмиграции русских писателей, а их было три волны. Первая после революции, вторая после Великой Отечественной войны, и в 70-е, 80-е годы возникает очень много писателей-диссидентов, которые эмигрируют, кто добровольно, а кто насильно, как Александр Солженицын. Духовный кризис в обществе продолжается и накладывает свой отпечаток на поиски писателей. И здесь продолжаются лучшие традиции завоевания литературы периода оттепели. И этот кризис ведет литературу к новому качеству, на новый художественный уровень. Появляются писатели, которые создают тексты, произведения, совершенные в художественном отношении. И это целая тоже плеяда писателей нового поколения. Их можно было назвать семидесятниками, но это писатели, которые сделали славу русской литературы XX века. Это Юрий Трифонов, Виктор Астафьев. Хотя Виктор Астафьев – это действительно человек, который прошел всю войну и писал также и военные повести. Василий Шукшин, Александр Вампилов, Валентин Распутин, Андрей Битов – это было уже новое поколение писателей, которые родились во время войны, после войны. И они-то как раз задали тон русской литературе. Этот период можно даже назвать неким переходом, очень важным переходом к новому подъему высокого художественного уровня русской литературы. В 70-е и 80-е годы в эстетическом плане можно сказать, что литература получает философское звучание. Вот эти ценности – жизнь, смерть, природа, творчество, которые мы называем общечеловеческими, универсальными ценностями, они все затрагиваются в эти годы. Основной философский вопрос о сущности, смысле человеческого бытия тоже становится очень важным для писателей.
возникает новая концепция личности, человек и природа, человек и история, человек и вечность. Как бы возвращается интерес к тем проблемам, которые волновали художников в период Серебряного века. Поэтика мифа, символы, символизация, игровое отношение к действительности. Очень много сатирических произведений было создано. И все это говорило о сложном состоянии советской культуры в эти годы. Очень интересно, что кризис вызвал подъем литературы андерграунда. Мы уже говорили, это подполье. То есть такой вот задержанной литературы, потаенной, литература, которая не могла публиковаться, литература, которую мы не знали, а узнали только в конце XX века. Задержанная литература. Но в то же время публиковались писатели, которые раньше не считались лучшими русскими писателями, классиками, кто эмигрировал или кто был репрессирован в 30-е, 20-е годы. И в конце 80-х годов публикуют очень многих поэтов, писателей, о которых мы только слышали. Ну, например, появляется первое издание поэтического томика Марины Цветаевой. Сразу в библиотеках устраивается очередь, потому что это действительно поэзия, которая была долгие годы под запретом. Долгие годы под запретом были другие писатели и поэты Серебряного века. Были задержаны произведения тех, кто был, не эмигрировал, но как бы состоял во внутренней миграции, противопоставлял себя цензуре, подцензурной литературе, официальной литературе. Например, Михаил Булгаков, его роман «Мастер и Маргарита» был опубликован именно в эти годы в журнале «Москва». Так что это период очень, очень насыщенный, период перехода к новому качеству русской литературы XX века. Наконец мы переходим к последнему периоду, заканчивая разговор о периодизации русской литературы второй половины XX века. Дело в том, что 1990-е годы, вы сами знаете, это годы потрясений социальных, общественных, это распад Советского Союза. Очень много происходит перемен в общественном сознании. В художественном творчестве наступает кризис. Но кризис – это по отношению тех представлений о роли литературы, искусства, культуры в целом, которые существовали раньше. В современной литературе развивается так называемая постмодернистская традиция, постмодернистская эстетика. Вот этот период литературного постмодернизма, о нем мы будем говорить в отдельных лекциях. Эта литература отмечена скепсисом, таким вот, знаете, игровым, сатирическим началом. И очень много в постмодернизме вот этой иронии, игры, игровой поэтики. Хотя продолжается развиваться реализм, модернизм, тот самый модернизм, который начал свое развитие в период Серебряного века, в начале XX века. Многие литературные течения объединяются, и авангардные, то есть течения, которые непривычны с эстетической точки зрения, они ведут свой диалог с традицией. 90-е годы – это особый период в жизни русской литературы. Об этом мы будем подробно говорить на следующих лекциях. Сейчас мы перейдем к лекции непосредственно. Все остальное было как бы вводным началом, и лекция в целом будет называться так: «Русская литература 1950-1960-х годов». В плане я бы хотела дать прежде всего предшествующие этим годам
литературные явления и остановиться на крупных фигурах русской литературы, таких как Леонид Леонов, Александр Твардовский, Александр Солженицын. Именно эти крупные писатели, и еще сюда можно отнести Бориса Пастернака, потому что эти крупные писатели создавали в 50-е годы свои важные ключевые произведения и продолжали то, что было достигнуто в послевоенное десятилетие. Что это такое период с конца Великой Отечественной войны и до середины 50-х годов? Вот о предпосылках развития русской литературы 50-х, 60-х годов я и начну сейчас разговор. Конечно, можно говорить о том, в каких сложных условиях развивалась русская литература в начале второй половины XX века. Она находится по-прежнему под таким совершенно невиданным идеологическим надзором государства. Этот надзор усилен после войны, особенно потому, что во время войны деятели культуры и искусства почувствовали, что необходима совершенно внутренняя свобода, свобода творчества, почувствовали перемены какие-то в сознании советских людей. Война раскрепостила интеллигенцию, раскрепостила художников и внушила им надежды на то, что можно изменить ситуацию, можно писать свободно, невзирая на те требования канонические, которые государство выстраивало в 30-е, 40-е, начало 40-х годов. Очень сложно было работать писателем, хотя оживилась все-таки деятельность их. Было принято ЦК ВКПБ, партийные документы, постановления, которые выступали против любого вольнодумства писателей, то есть того вольнодумства, которое вдруг обнаружилось в годы войны. Самое страшное постановление для русских писателей – это было постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», 1946 год. Там как раз высказывания были направлены против Анны Ахматовой и Михаила Зощенко. Они как бы были подвергнуты такой порке, и эта порка заключалась в том, что их обвиняли в том, что они чужды советской литературе, в том, что они не желают идти в ногу со своим народом. Вообще, в этот период, хотелось бы еще немножко сказать об этих писателях. Михаил Михайлович Зощенко и Анна Андреевна Ахматова. Почему именно этих писателей вдруг стали шельмовать, критиковать? И даже отдельное постановление придумали. Дело все в том, что в эти годы уже стали приезжать иностранцы, иностранные студенты, слушали и Зощенко, и Ахматова, это их было желание, и им аудитория хлопала, встречала их аплодисментами, и это показалось государственной идеологии очень неправильным. Даже все цитировали цитату Сталина о том, что кто-то организовал эти аплодисменты. Кто организовал? И после этого как раз и возникла идея главного идеолога страны Жданова вот этого постановления. Например, про Зощенко там говорилось, что он пишет пустые, бессодержательные, пошлые вещи, проповедует безыдейность, гнилую. Интеллигенцию вообще в те годы называли гнилой прослойкой. Прослойка между рабочим классом и крестьянством. Действительно, он пишет вещи аполитичные, проповедует пошлость, дезориентирует нашу молодежь, отравляет ее сознание.
«Приключения обезьяны», ну, это действительно рассказ такой, в общем-то, недостаточно важный в наследии Зощенко, который был очень популярен в 20-е годы и который продолжал работать и в 50-е. А вот рассказ назвали «Пошлым пасквилем на советский быт и на советских людей». Вы, наверное, помните его рассказы 20-х годов, совершенно замечательные. Это даже не сатира, это глубокое сочувствие человеку советской эпохи, который все время попадает в какие-то неуклюжие ситуации. И это сочувствие, конечно же, придавало вес этим рассказам, и Зощенко знал почти каждый советский читатель. А здесь в постановлении говорилось о том, что он изображает советских людей в уродливой карикатурной форме, что он клевещет на советских людей, называя их примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами. Действительно, такое мнение может возникнуть у читателей, которые и не поймут все-таки настоящий замысел автора. Вот такими обвинениями в хулиганском изображении советской действительности, в том, что это антисоветчина, все это было написано в партийном постановлении, где писателя, такого популярного, известного, называют пошляком и подонком литературы. Точно так же и об Анне Ахматовой в этом постановлении говорилось, что действительно произведения писательницы Ахматовой, они антисоветские произведения. Она чужда нашему народу, что ее поэзия пустая, безыдейная, ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма, упадничества, выражают вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства, декаденства, что это искусство для искусства, и все это наносит вред делу воспитания нашей молодежи. Это действительно были очень оскорбительные выпады в адрес замечательных русских писателей. Да, резкой критике действительно подвергались многие произведения, явления литературы. Так, например, Александр Твардовский после своей знаменитой поэмы «Страна Муравия», советской поэмы, он написал поэму «Дом у дороги». И в этой поэме говорилось о том, как советский солдат пришел домой, а его никто не ждет, его семью угнали в Германию. И он их ждет. «Коси коса, пока роса, роса долой, а мы домой». Такая вот была замечательная русская поэма, а ее обвиняли в безыдейности, в искажении образов советских людей. Подвергся критике и роман Виктора Некрасова, замечательного писателя, который воевал и вынужден был эмигрировать после того, как его стали шельмовать, так же, как Зощенко и Ахматову. «В окопах Сталинграда» это была очень-очень честная книга, одна из первых честных книг о Сталинградской битве. Точно так же Василий Гроссман написал роман «За правое дело», вторую часть «Жизнь и судьба» 60-го года. Его даже роман арестовали. Хотя всем этим романам даже присуждались сталинские премии. Большой, великий русский писатель Андрей Платонов написал рассказ «Семья Иванова. Возвращение», о том, как солдат по фамилии Иванов вернулся домой. Дома ему не нравится, потому что действительно, хоть дети остались живы, и жена все делала для того, чтобы встретить мужа, отца своих детей достойно, но получается все наоборот. И этот рассказ «Семья Иванова» такой
критике подвергли. Но Андрею Платонову было не привыкать, потому что уже все его произведения были запрещены и не публиковались. А вот роман о войне в окопах Сталинграда удостоили Сталинской премии, а через год автору пришлось эмигрировать, потому что его даже стали объявлять чуть ли не врагом народа. Ну вот все эти произведения действительно критиковались, были как бы идейно порочными, неполноценными, зато поощрялись, привлекались произведения, где действительность изображалась в ложной такой идиллической, сказочной форме, помпезно, о том, как советские люди после войны живут богато, счастливо. И в этом идиллическом изображении действительности как бы нуждались советские люди, так считали деятели идеологии, деятели государства. Ну вот, как пример, я приведу фильм «Кубанские казаки». Это был такой вот идиллический фильм, чуть ли не сказка, где крестьяне везут продукцию на рынке, где действительно люди сыты, довольны, счастливы, танцуют, поют в свободное время. И фильм, где играли знаменитые советские актеры, он пользовался большим успехом, но это была, конечно, ложная патетика. На самом деле после войны народ жил очень сложно, голодно. Об этом вот как раз и писали те писатели, которые шельмовались, критиковались. Андрей Платонов, например. Вот такая была ситуация в литературе этих лет. Перед вами портреты молодого Виктора Некрасова и Виктора Некрасова, который умер в эмиграции, похоронен во Франции. И это была действительно драма глубоко личная и профессиональная, потому что писатель Виктора Некрасова, его роман «В окопах Сталинграда» мы прочтем только после его смерти во время перестройки. Например, Василий Быков писал о Некрасове, что он видел на войне не хлюпика, не гнилого интеллигента, а настоящего интеллигента, утвердил правоту его, утвердил значение интеллигенции русской как носителей духовных ценностей. Вышел фильм в свое время, где гениальный Иннокентий Смоктуновский сыграл одну из главных ролей. Но этот фильм тоже был запрещен, и мы можем его увидеть только вот сейчас в записи, он сохранился, конечно же, пленка сохранилась, и мы можем увидеть этот замечательный фильм на материале замечательного романа «В окопах Сталинграда». Особое место в литературе послевоенных лет, 50-х годов, занимают два романа, созданные двумя крупными писателями – Леонидом Леоновым и Борисом Пастернаком. Это роман «Русский лес» и роман «Доктор Живаго». Это очень крупные эпические произведения, ценные во всех отношениях, и в жанровом отношении, в отношении содержания формы. В них действительно поднимались очень важные проблемы на высоком художественном уровне, и они действительно сыграли большую роль в истории русской литературы, особенно роман «Русский лес», который публиковался и которому даже дали Ленинскую премию. Зато роман «Доктор Живаго» постигла печальная участь, потому что он не был опубликован, в литературном процессе его не было, и он опубликовался за рубежом. И Нобелевскую премию Пастернаку дали только те, кто читал ее не на русском языке. На русском языке «Доктор Живаго» был опубликован только в годы перестройки. Но это были действительно крупные достижения в русской литературе 50-х годов.
Хотелось бы немножко рассказать об этой фигуре писателя действительно советского, действительно классика советской литературы. Во время войны он написал пьесу «Нашествие», она даже была удостоена Сталинской премии. А роман «Русский лес», я уже говорила, был удостоен Ленинской премии. Леонид Максимович Леонов – писатель, который вошел в литературу в 20-е годы. Вот его фотографии в молодости, зрелая фотография. Он дружил с Есениным, потому что был крестьянского происхождения, хотя и интеллигент во втором поколении, потому что его отец был известным крестьянским поэтом. Ну, вы знаете, что самым известным и самым талантливым крестьянским поэтом крестьянского происхождения был Сергей Есенин. Они дружили в 20-е годы. И он прожил очень долгую жизнь. Действительно, создал талантливую прозу в 20-е, 30-е годы, написал много романов, и в последние годы работал над романом «Пирамида», незаконченный роман, но был вот как бы таким старейшином, патриархом советской литературы. Хотя всю жизнь, вот его автопортрет, всю жизнь талантливый художник играл как бы в прятки с советским режимом, все время старался быть внутренне свободным, создавать произведения по-настоящему художественные. Это ему удавалось. Не всегда, но удавалось. Особенно известны его романы «Барсуки», а роман «Вор» и сегодня читается с огромным удовольствием, потому что он его создал вторую редакцию в 1959 году. Это очень известный роман в среде специалистов. Читатели как-то Леонида Леонова сегодня не читают. Да и не читают и Андрея Платонова. Это действительно сложные художники. Вот в 50-е годы он создал самый известный свой роман «Русский лес». Создавал он еще и драматургические произведения, пьесы «Метель», пьесы «Нашествие», пьеса «Золотая карета». Он написал сценарий к фильму «Бегство мистера МакКинли» в 1961 году. Был снят фильм, который был удостоен Ленинской премии. Очень интересный фильм. Все это история русской литературы. Он в 1963 году создал второй вариант своей ранней повести «Евгения Ивановна» о женщине-эмигрантке. И это тоже было таким новаторским произведением и жестом писателя, который осваивал ранее запретные темы. Вот лучшая его пьеса «Нашествие» был поставлен очень хороший фильм в годы войны, и действительно по своему воздействию на кинопублику и на читателя эта пьеса оказала большое воздействие. Лучшие качества писателя проявились в его пьесах, и в частности в пьесе «Нашествие». Обостренная гражданственность, публицистическая страстность, патриотизм, философская емкость, психологизм, яркость слова, очень много символов, таких многозначных, философских, и качества, которые, может быть, не хватало литературе военных лет, интерес к общечеловеческим ценностям. Роман «Русский лес» – это действительно очень интересный роман, где отдельный человек обретает счастье в единстве с окружающим миром, с природой, с былинкой. Там вот одну героиню так и называют Кровинка, Былинка. Это люди, которые не знают
своей разницы, что ли, с природой. Они люди именно природные. И русский лес показан как сказочный мир. Там, например, есть символ родника, вечного родника. И все эти особенности, они, конечно, подрывали идеологические требования. И трудно сказать, что «Русский лес» — это роман, написанный по канонам социалистического реализма. Но в то же время Леонид Леонов создавал именно такой роман. Роман, где патриотизм проявляется с огромной силой. Да, роман не носил откровенно оппозиционного характера. Да, в красоте природы Леонов открывал великий смысл бытия человека. И не во всем можно его считать образцом социалистического реализма, потому что сложная композиционная структура, изощренная культура письма, высокий художественный уровень делает этот роман сегодня очень значительным. Хотя литературоведы считают, что этот роман был написан под маской соцреализма, а под этой маской скрывалась действительно судьба русского леса, судьба России, судьба природы. Много уделено внимания проблеме революции, потому что главные герои – это советские люди, которые только после революции смогли достичь огромных успехов и в своей профессии. Главный герой «Вихров» – это ученый-лесовед. Вот перед вами отрывок из романа, где вы можете увидеть противостояние главного героя своему антиподу по фамилии Грацианский. Это действительно такой пошляк, провокатор, человек, который под маской советского ученого проник в науку и мешает настоящим подлинным ученым, таким как Вихров. И вот в этом эпизоде мы видим, как Грацианский приехал в лесничество, где главный герой заботится о русском лесе. Действительно, очень много здесь заботы об экологии и так далее. И видит вот этот вот родник. И почему-то у Грацианского возникло такое желание воткнуть в этот родничок палку, провернуть ее там. То есть он как бы увидел в этом роднике покровы человеческого сердца, то есть обнаженное человеческое сердце. Это был действительно настоящий враг героя, его антипод. И, собственно, здесь как раз мы видим традицию советской литературы, когда хорошим русским людям противостоят враги советского государства. Но символ родника, которого надо защитить от таких людей, как Грацианский, звучит в романе. Покладистый герой, главный Вихров, он даже кричит: «Я убью тебя!» и ломает ту палку, которую Грацианский вонзил в этот родничок и самозабвенно провернул ее там, в темном пятнышке его гортани. Вот он, этот символ родничка, как живого существа, как символа русского леса, русского характера, русского народа. Такой вот патриотический роман, очень художественно интересный, но под маской соцреализма. Вот я бы хотела здесь прокомментировать
сегодняшних критиков, которые говорят о писателях, на которых лежит тяжелый грех советскости. Ну, это таким писателем был Леонид Леонов. Но сегодня хорошая такая мысль критиков, литературоведов, авторов биографии Леонида Леонова. Таким автором стал Захар Прилепин, современный сегодня писатель-реалист, очень известный. Он написал биографию Леонида Леонова, русского писателя, где реабилитируют его. Один из критиков сказал, что биография Леонида Леонова, она такая как бы потаенная. Это та огромная игра, которую Леонов постоянно вел с историей, с властью, со своей личной судьбой. Постоянно утверждал себя писателем советским, не желая быть только советским писателем. Вот еще один критик так и сказал: история судьбы Леонова – это история непонятого до конца правильного советского писателя, всю жизнь игравшего в огромную опасную игру с веком волкодавом. Ну, эта игра была не такая трагическая, как, скажем, у Бориса Пастернака. Это была игра, которая не закончилась ни арестом, ни шельмованием. То есть у него как бы была такая благополучная судьба советского писателя. Но это вовсе не означает, что сегодня мы можем кидать стрелы и говорить о том, что писатель был советским, писал по канонам соцреализма, но при этом все время ощущал вот эту вот внутреннюю свободу, творческую свободу. Это очень противоречивый писатель, скажем мы, и это будет правда. Это будет правда. А теперь о другой фигуре, очень важной для литературы 50-х, 60-х годов XX века. Александр Трифонович Твардовский. Очень крупный писатель, поэт, создатель великой поэмы периода Великой Отечественной войны Василий Теркин. Начинал он свою деятельность сельским корреспондентом. Писал заметки о колхозах, о тех событиях, которые происходят в Смоленской деревне. В годы войны он был военным корреспондентом. И это, конечно же, повлияло на его творчество, потому что тема войны для него – это главная тема, главная. О ней надо много и много думать, говорил он и после войны. На одной из фотографий он стоит перед руинами своей усадьбы родной, где прошло его детство, прошла юность. Дело в том, что его отца и всю семью выслали во время раскулачивания. Отец был кузнецом и зажиточным крестьянином, поэтому его объявили кулаком, и всю семью выслали на север. Александр Твардовский в это время уже работал в газетах, опубликовал поэму, которая сделала его знаменитым «Страна Муравия», где он писал о том, как крестьянин Никита Моргунок ищет счастливую страну Муравию и находит ее в богатом колхозе. Ну, поэма, конечно, была такая чисто советская, соцреалистическая, хотя некоторые строфы цензорам пришлось вырезать там, где говорилось о бедных колхозах или о колхозах, где были раскулачены крестьяне. Вот он стоит, это 1942 год, когда освободили Смоленскую землю от фашистских захватчиков, с непокрытой головой, как на могиле, потому что
хотя и писателя не арестовали, наоборот, он пользовался разными почестями, был человеком партийным, занимал высокие должности. Тем не менее, этот поэт был поэтом действительно внутренне свободным. Трудно сказать о нем так же, как о Леонове, что он играл с властью, с судьбой, с историей. Он был внутренне очень свободным человеком. И эти фотографии говорят о другом периоде жизни. В 50-70-е годы Александр Твардовский возглавлял журнал «Новый мир», который публиковал лучшие произведения писателей, поэтов, которые действительно искали новые пути, новые формы и действительно реабилитировали простого советского человека, обыкновенного, со своей обыкновенной жизнью. Вот оттепельная квинтэссенция, концепция личности. Простой человек, который действительно достоин счастья, потому что он труженик, патриот, такой, как, например, в рассказе Шолохова «Судьба человека». Это действительно тоже очень важное произведение, но Александр Твардовский написал своего замечательного Василия Теркина. Вот о нем, например, литературовед Щеглов говорил: «Великий человек, эпоха Твардовского большая, больше никогда не повторится». Он ошибался, лавировал, отступал, когда защищал писателей. Но мы в прямом и переносном смысле вышли из шинели Твардовского. Даже непреклонный и несгибаемый Солженицын. «Новый мир» под его редакцией – великий журнал. Именно в этом журнале в 1962 году был опубликован рассказ Солженицына «Один день» Ивана Денисовича I, опубликованное в Советском Союзе произведение писателя. Ну, хотелось бы сказать немножко о поэме Василия Теркина, хотя вы ее, конечно же, изучали, но мне кажется, что сегодня читать эту поэму надо немножко по-другому. Разве Василий Теркин только такой балагур, весельчак? Вовсе нет. Поэма гораздо серьезнее, гораздо драматичнее. Лейтмотив поэмы «Бой идет святой и правый, смертный бой не ради славы, ради жизни на земле». Это действительно строки, которые вовсе не восхваляют советскую власть, Сталина. Это строки, которые говорят о том, что такое была война, что это такое человек на войне. И кто он, этот воюющий советский народ. И герой поэмы является носителем народного взгляда на войну. Вот афиша к мультфильму уже перестроечного периода, 2003 года, начала 21 века. И вы видите, каким грустным, печальным режиссер и актер играют этот образ. Потому что философия войны, которая выражена в этой гениальной поэме, бой идет святой и правый, смертный бой не ради славы, ради жизни на земле. Это философия войны. И об этом надо все время это приходит в голову, когда читаешь поэму. Образ Теркина уникален, потому что это, как выразился один из авторов, писавших о периоде Великой Отечественной войны, о литературе Великой Отечественной войне, он сказал очень хорошо: это человек-народ, это и человек, и народ в одном лице. В то же время эта поэма, здесь есть и образ автора, и Теркин слит еще и с автором. Теркин, мой герой, за меня гласит порой.
это говорит автор поэмы. И общая для автора, героя мысль выражена в следующих строках. «Грянул год, пришел черед, нынче мы в ответе за Россию, за народ и за все на свете». Василий Теркин – это образ воюющего народа, потому что сами строки этой поэмы подчеркивают, что перед нами не просто Теркин. И не раз в пути привычном, у дорог, в пыли колонн был рассеян я частично и частично истреблен. Это монолог Василия Теркина о себе как народе, коллективе. Герои как бы не индивидуального, герои не индивидуальности. По уставу каждой роте будет придан Теркин свой. Не подвержен Теркин смерти, коль войне не вышел срок. Мне конец, войне конец. Это тоже фраза Теркина. А в суровое время он может произнести так: «Я как более идейный был там роде политрук». После госпиталя возвращается в строй, рвутся мины. Это значит, Теркин снова на войне. Замечательная поэма. Поэма, которую очень высоко ценили настоящие читатели. Вот Иван Бунин из-за бугра, из-за железного занавеса восхитился этой поэмой и написал в письме советскому писателю Телешеву, с которым переписывался, об этой поэме такие строки: «Какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем, и какой необыкновенный народный солдатский язык, ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова». Твардовский очень гордился этой характеристикой своего произведения. Быть может, больше гордился, чем остальными завоеванными им медалями и орденами. После войны он пишет о войне. Это его важная тема. Он напишет замечательное стихотворение «Я убит под Оржевом», 1946 год. Я бы хотела сравнить стихотворение 1943 года и 1966 года Твардовского и показать, что и во время войны, в годы, когда действительно было давление идеологическое на всех писателей, Твардовский продолжает эту свою тему русского человека на войне, и действительно они полны гуманизма и философского звучания. Вот стихотворение, 2 строчки. Посмотрите, оно написано в годы, когда нужно было писать патриотические, заказные, такие, знаете, тексты, которые бы звали бойца в бой, чтобы боец не ведал страха перед лицом фашистов. То есть это были такие оборонные стихотворения. А он в 1943 году пишет стихотворение, я считаю, одно из самых лучших стихотворений 20-го столетия. Из записной потертой книжки 2 строчки о бойце-парнишке, что был в 1940 году убит в Финляндии на льду. Лежало как-то неумело по-детски маленькое тело, шинель ко льду мороз прижал, далеко шапка отлетела. Казалось, мальчик не лежал, а все еще бегом бежал, да лед за полу придержал. Среди большой войны жестокой, с чего ума не приложу, мне жалко той судьбы далекой, как будто мертвый, одинокий, как будто это я лежу, примерзший, маленький, убитый, на той войне незнаменитой, забытый, маленький, лежу. Стихотворение было написано во время Большой войны жестокой и на основе вот записи, которую сделал автор во время финской кампании. Финская кампания
военная была, в общем-то, проиграна сталинскими военными генералами, и вслед сразу началась Великая Отечественная война. И в этом стихотворении поэт пишет об одном эпизоде каком-то, знаете, может быть, действительно незаметном эпизоде, о смерти какого-то бойца-парнишки. Но эту смерть лирический герой стихотворения Твардовского воспринимает как свою собственную смерть. Это действительно очень сильно действует. Читатель понимает весь гуманистический пафос. О каком патриотизме можно говорить? Можно, наверное. Но прежде всего вот о той линии периода оттепели, когда жизнь каждого отдельного человека – это была ценность необычайная. Бесценная жизнь каждого отдельного человека – это пафос литературы оттепели. Об этом заговорил Твардовский уже во время войны. А вот посмотрите стихотворение, которое он написал в 60-е годы. Коротенькое стихотворение, которое состоит только из одного предложения, и то незаконченного. Но посмотрите, какая здесь снова звучит боль за отдельного человека и мысль отдельной личности о своей собственной безвинной вине. Без вины виноватые. Без вины виноватый, так можно назвать лирического героя этого стихотворения. «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, в том, что они, кто старше, кто моложе, остались там. И не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же. Это стихотворение пронизано такой болью за всех погибших на войне. И это чувство вины, больной совести, это чувство настоящего интеллигента и чувство настоящего художника. Сейчас я хотела бы вам показать памятник, который был открыт в 2000-е годы в Смоленске. Памятник Александру Твардовскому. Был объявлен конкурс, и даже говорили о том, что памятник надо поставить Василию Теркину, литературному герою. Ну, вы знаете, что есть немало памятников, посвященных литературным героям. Но этот памятник получился уникальным, победил в конкурсе. И я считаю, что если нам увидеть придется кому-то этот памятник в Смоленске, мы увидим, насколько, даже по фотографиям, здесь два ракурса, в цветном варианте и в черно-белом, мы видим этот памятник, где написано Александр Твардовский, Василий Теркин, где автор и герой беседуют, сидят друг с другом, беседуют. В офицерской шинели Александр Твардовский, в солдатском одеянии Василий Теркин со своей гармонией, в солдатских сапогах. И эта беседа как бы напоминает саму форму поэмы, лироэпическую, где эпический герой, человек-народ, разговаривает со своим автором. Теркин, мой герой, за меня гласит порой. Памятник автору, который настолько близок со своим героем, насколько может быть близок художник, созданным им образом. Если заканчивать эту лекцию о двух писателях, очень интересных,
советских писателях, можно сказать, что действительно это был период, когда можно было писателям сказать все, о чем они думают, живя в обществе, где нет вот этой свободы творчества, полной свободы творчества. Они хотели бы освободиться от какой-то такой безличности, от того, что мы называем духовным рабством человека, живущего в государстве, которое вовсе не считает, что отдельный человек незаменим и незаменимая единственная ценность. И самые талантливые писатели, конечно же, выражали этот свой протест против обезличенной системы, против атмосферы страха и даже протестовали против двоемыслия. Пишу одно, а думаю другое. Нет, они использовали любой шанс, чтобы сказать то, что накипело на душе, то, что становилось его внутренним импульсом, нравственным, философским принципом. И даже компромиссы, которые были у всех этих больших советских писателей, они были такими, которые подтачивали эту систему, далекую от гуманной системы, которая не давала писателям свободы, внутренней свободы. Конечно, и Василий Теркин, и то, что напишет Твардовский после в 50-е, 60-е годы, лирику, продолжение поэмы Василий Теркин «На том свете». Все эти произведения, они как бы не укладывались вот в эти схемы идеологической пропаганды. Они были многозначные, они были реалистичные, и в них было и философское обобщение, высокое мастерство художественное. Историческое значение этого периода, который вошел в историю культуры России, период оттепели, действительно трудно переоценить. Культура, действительно русская культура, она, оказывается, обладала таким чувством самосохранения. И тот духовно-нравственный потенциал, который заложен был в русской культуре, его невозможно было уничтожить, невозможно культуру унифицировать, политизировать, переделать, подчинить государственной идеологической установке. И в этом и заключается особенность этого периода в истории русской литературы и заслуга больших писателей, талантливых художников заключается в том, что они действительно воспевали главную ценность – человеческую личность, отдельную человеческую индивидуальность. Спасибо за внимание.